Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие друзья. Вот и наступает великий праздник Ураза Байрам, Гаидуль Фитр. Его называют по-разному, но смысл один, что это праздник. Праздник великой радости. Радости не того, что наконец-то будем кушать, а радость того, что мы продержали этот месяц. Слава Всевышнего Аллаха Тааля, что мы продержали его в поклонении, держали пост, делали добрые деяния. И надеясь на милость Всевышнего Аллаха и на принятие наших добрых дел, мы празднуем радость того, что мы еще один месяц Рамазан провели в поклонении и в делах, которые нас приближают к милости и довольству Всевышнего Аллаха Тааля. Как же провести этот праздник? Во-первых, перед этим праздником, то есть на следующий день после окончания месяца Рамазан, у нас наступает Шавваль, месяц Шавваль, и первый день месяца Шавваль как раз он попадает на праздник Рамазан Гаид, праздник Аидуль Фитр, Ураза Байрам. Что же нужно сделать? Во-первых, с вечера желательно помыться. Помыться, у татар это называется Гаид Мунчаса, то есть это помыться в бане, омыться, почиститься как телесно, так и духовно, с намерением того, чтобы мы пошли чистыми и физически, и духовно в мечеть. И эту ночь, кстати, многие забывают об этом, думают: о, слава Аллаху, все, месяц Рамазан закончился, наконец-то кушаем, некоторые думают, и таким образом упускают одну из 5 священных ночей. Это ночь перед праздником Аидуль Фитр, Ураза Байрам. Это ночь, в которой Аллах Тааля особо внимателен к нашим просьбам, молитвам и принимает наши обращения к Всевышнему Аллаху Тааля, к Нему. Эту ночь желательно провести в поклонении, и с утра желательно как раз покушавший по сунне пророка Мухаммада алейхиссалату вассалям на праздник Ураза Байрам, пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям советовал идти немного покушав сладкой, вкусной, приятной еды. Поэтому как раз если мы идем в состоянии уже небольшой сытости, по приподнятом настроении, то это будет как раз еще и выполнением сунны пророка Мухаммада алейхиссалату вассалям. Когда мы идем в мечеть, желательно как раз именно произносить вот такую молитву. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илляха илляллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд. Эту молитву повторять, вслух повторять. И желательно, идя в мечеть, идти по одной дороге и возвращаться уже по другой дороге и повторять эту молитву, эти зикры, эти такбиры. Если даже вы едете один за рулем в машине, не стесняйтесь, повторяйте эту молитву и получите, Аллах бирса, огромное вознаграждение от Всевышнего Аллаха Тааля. И еще получите шафаат пророка Мухаммада алейхиссалату вассалям, так как вы возрождаете сунну, вы выполняете то действие, к которому призывал пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям, и примером которого являлся сам пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям. Также, придя в мечеть, мы, не нужно забывать, являемся гостями Всевышнего Аллаха Тааля. И что же такое быть гостем у Всевышнего Аллаха Тааля? Это большая благодать, и за каждым из нас, когда мы являемся гостем Всевышнего Аллаха Тааля, стоит ангел и читает за нас молитвы, читает и желает, чтобы наши грехи, осознанно или неосознанно совершенные проступки и грехи, а также прегрешения, чтобы они простились по милости Всевышнего Аллаха Тааля. То есть, находясь просто даже в мечети, ожидая хазрата, ожидая или наблюдая за его молитвой, слушая молитву внимательно, мы еще очищаемся от многих грехов и прегрешений. Также очень важно не забыть до молитвы Гаид, до самой молитвы, кульминации праздничной молитвы, нужно успеть дать садака, садакатуль фитр. То есть это садака, которая дается от каждого члена семьи, если они могут себе это позволить финансово, то дается от каждого члена семьи, и таким образом, отдавая это садака неимущим, бедным, нуждающимся. Обычно при мечетях есть определенные урны, туда как раз кладут, и мечеть уже потом закупает продукты и раздает эти
подарки для нуждающихся, неимущих. Таким образом, Аллах Тааля нас очищает от грехов, прегрешений или недочетов, которые были совершены во время месяца Рамазан в наших поклонениях, в наших постах. И мы таким образом искупляем эти недостатки и недочеты. Пусть Аллах Тааля примет наши добрые деяния. А также в этот священный день праздника Ураза Гаид, Аид-уль-Фитр, Ураза Байрам, желательно нам как можно большими друзьями, родственниками, близкими, соседями их поздравить, общаться и улучшать родственные отношения. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, по секрету я вам говорю, когда говоришь секрет, люди особо внимательно начинают слушать. Как раз по секрету я вам говорю, но можете делиться этим секретом, что тот, кто улучшает родственные отношения, то есть делает их крепкими, общаясь, не прерывая это общение, то Аллах Тааля даст этому человеку долгую и счастливую жизнь. Поэтому, если хотите, чтобы у вас была жизнь долгая и счастливая, то не упустите эту возможность в этот светлый праздник. Пусть Аллах Тааля примет наши благие деяния, пусть Аллах Тааля примет молитвы, наш пост, и пусть этими действиями мы, каждый из нас, как в этом мире радовались каждому ифтару, каждому разговлению, также и в следующем мире радовались итогам наших благих деяний. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. С праздником, пусть этот праздник будет благословенным. И пусть эти добрые деяния нас приблизят к милости Всевышнего Аллаха Тааля, к Его довольству.